Пра сваю вярбоўку ў чацвер паведаміла палітолог і экспертка офіса Святланы Ціханаўскай Аліна Харысава. Зарабіла гэта яна адразу пасля праграмы Рамана Пратасевіча на беларускім дзяржаўным тэлеканале, дзе яе паказалі як завербаваную апазіцыянерку. У сваім фейсбуку Аліна патлумачыла, што гэта было не тое, што мы ведаем, не тое, што мы разумеем. І гэта было нешта іншае. І вось мы прапануем паразмаўляць менавіта пра гэта. Як вярбуюць, каго вярбуюць, навошта вярбуюць і галоўнае, што рабіць, калі вярбуюць менавіта вас. Ну і як распазнаць вярбоўку, таксама пытаннячка вельмі істотнае. Падтрымае нашу размову праабаронца, сябра арганізацыі «Прававая ініцыятыва» Сергей Устінаў. Вітаем, Сергею. Добрый день. Мы вас чуем, мы вас бачым. Добрай раніцы, Сергею. Апошнім часам усё часцей з'яўляюцца гісторыі пра спробы вярбоўкі беларусаў як унутры краіны, так і за яе межамі. Вось гэтак было заўсёды, ці апошнім часам сітуацыя пагоршылася? Сталі больш вярбаваць, ці сталі больш пра гэта распавядаць? Што адбываецца з вярбоўкай? Да, методы вербовки спецслужбами активистов и политических активистов, они всегда были приоритетом. Возьмем даже давнишние случаи, как один из примеров можно привести кейс Андрея Зайцева, гомельского активиста, который повесился из-за давления и попытки вербовки сотрудникам КГБ еще в 2001 году. А сегодня мы слышим случаи людей, завербованных там даже 10 лет назад. И цель вообще любой вербовки – это собрать как можно больше информации. Если, например, представить, что мы с чекистами враги, а это так и есть, потому что мы против режима, а они против нас, то собрать информацию о нашей деятельности с их стороны, представляется логичным. И чем больше они будут знать о своих врагах, то есть о нас, тем лучше для них. И то, что мы слышим все чаще и чаще, это связано, скорее всего, с развитием соцсетей, интернета в целом, и о том, что люди, в принципе, стали больше открытыми, делиться этими случаями, потому что выехали из Беларуси и чувствуют себя более свободными. А вярбуюць часцей за ўсё і пераважна часцей за ўсё, якая структура? Гэта менавіта КДБ ці, мабыць, гэта можа і следчы камітэт, напрыклад, ці губазік? В основном это делают чекисты, потому что у Следственного комитета немного другие функции, они расследуют уголовные дела, у Губазика тоже немного другие функции, но если говорить о каких-то там конкретных группах людей, да, то есть Губазик ведет там анархистов и так далее, то, конечно, могут быть заинтересованы и Губазик в вербовке, но в основном изначально это все-таки чекисты, это все-таки сотрудники КГБ. Ну, а хто ў сучаснай Беларусі часцей за ўсё трапляе вось у гэтую, скажем так, групу рызыкі? Гэта толькі актывісты і палітыкі ці вось мігранты? Кожны можа. На сегодняшний день это любой человек, потому что в событиях 2020 года принимали участие широкие слои населения. И, естественно, спецслужбам не нравится любая активность граждан в Беларуси и за границей в том числе. То есть люди более-менее активные в любой сфере за границей. Даже те же, например, айтишники, которые общаются в своих кругах, тоже являются точкой сбора информации. Даже творческие кружки, тренинги какие-то по интересам, это все представляет интересы для режима, чтобы, опять же, как мы с вами выяснили, собрать как можно больше информации. Другой вопрос, нужна им эта информация или нет, это уже будет решаться уже потом, после. Но чем больше информаторов и чем больше информации у чекистов, тем более вероятность зацепить нужную информацию для них. Выглядае, што яны палююць на гэту інфармацыю, што цікавага можа настаўніца нейкага тэатру дзецкага. Сергей, глядзіце, вось да мяне патэлефанавалі ці напісалі з КДБ. Мы жадаем цябе завербаваць. Я такой, ну добра, распавядзі нам пра Белсат. І я такі, Белсат, студыя, святло, камеры, Кацярына. Што яны патрабуюць ад мяне? Што я магу ім даць увогуле?
На самом деле самая главная и первая ошибка – это уверенность человека, что он сможет обыграть чекиста и вступить вообще в любой контакт. Вы поймите, вы не обыграете специально, вы фокусника не обыграете. Их обучают этому на протяжении многих лет, начиная со спецзаведений и заканчивая уже повседневной работой. Они являются, скажем так, профессиональными психологами даже без диплома. Они коммуницируют ежедневно с большим количеством людей и чувствуя психотипы личности. И если мы, скажем так, начинаем с ними общаться, предоставляем возможность общения, то мы, соответственно, предоставляем возможность к нам подобрать ключик, на нас надавить. То есть, если ты продолжаешь с человеком общаться, в данном случае с чекистом, ты даешь ему возможность задать себе какие-то вопросы, зацепить себя за что-то. Поэтому... То бок галоўная парада не зусім не камунікаваць. Головная парада не коммуниковать. Что еще делать при вербовке? Да? Любой сексот, то есть секретный сотрудник, перестает быть полезным после того, как он раскрыт. Так как перестает быть секретным. Нет смысла в таком сотруднике. Поэтому самое основное, что нужно сделать, в первую очередь, опубличить тот факт, что с вами выходит на связь спецслужбы. И, в принципе, не стоит бояться каких-либо последствий, потому что большинство угроз являются не более чем угрозами, психологическим давлением, таким вот способом на вас надавить, чтобы зацепить вас. Але ж абіраюць такія вельмі ўразлівыя і групы, і вельмі ўразлівыя кропкі ціску. Могуць казаць пра родных, могуць казаць пра вяртанне на радзіму, там, пра маёмасць, пра нейкія правы, пра дзяцей. Усё гэта робіць чалавека вельмі ўразлівым. Зразумела, што гэта, калі ты пачынаеш на гэта рэагаваць, тады на гэта можна ціснуць, але не ведаю, калі там да бацькоў ці нейкіх сяброў у Менску прыходзяць і кажуць, перадавай прывітанні, ну гэта працуе. Чалавек табе перадае гэту інфармацыю, напрыклад. І што тады рабіць? В чем вопрос? Что робить? В чем вопрос? Как я частично ответил, да, вы правильно сказали, что нужно найти уязвимого человека, как их в принципе большинство. Да? То есть, например, сидит близкий родственник в тюрьме. Да, то есть это уже уязвимый человек, потому что в стране бесправия, когда с человеком за решеткой можно сделать все, что угодно, то тут уже мало вариантов. Да? То есть любой человек, там, даже законопослушный в сегодняшней Беларуси, если к нему пришли с обыском, с ним могут сделать все, что угодно, потому что, в принципе, право в Беларуси не работают. Группы риска, люди ЛГБТ, не сделавшие камин-аут, да, поскольку их могут шантажировать раскрытием их личной жизни или проблемам у родственников, особенно в маленьких городках, где это стигматизировано. Поэтому любой человек, в принципе, за границей уязвимый. Да? Люди без, скажем так, достаточных денежных средств тоже уязвимы. Им могут предложить какую-то оплату. Опять же, доверять врагам, да, на войне нет смысла доверять врагам, потому что у врага цель одна. У врага цель победить нас, у врага цель завербовать нас. Поэтому ни в коем случае не поддаваться на вот это вот давление, на вот эту вот возможность вообще с вами поговорить. Если должно что-то случиться в Беларуси с вашими близкими, оно случится и без вас, и без вашего участия. Согласитесь вы на вербовку или не согласитесь. Поэтому лучше всего не коммуницировать. Но опять же, люди бывают и сотрудничают и без принуждения, по доброй воле. Поэтому я думаю, мы еще услышим много различных историй. Нам предстоит услышать. Ну, адкрыты ціск, гэта зразумела з гэтага боку. А вось, ну, напрыклад, калі гэта наадварот спроба наладзіць даверлівыя адносіны, закахаць у сабе, стварыць адчуванне падтрымкі, ну вось гэта ж паабяцаць вярнуцца. Чыстае сяброўства. Сяброўства такое вось, ай, братан. Но опять же, это их задача подобрать ключик к любому психотипу человека. Если ты в соцсетях написал о своих проблемах, это уже известно не только твоим друзьям, но и спецслужбам, которые это прочитали. У них уже есть ключик, чтобы подобраться к тебе.
Если человек закрыт и нет друзей, соответственно, нужно человеку пообещать то, что он хочет. Закрыто нет друзей, значит, я твой друг. Если у человека нет денег, значит, я тебе помогу денежно. Если у человека проблемы с паспортом, приедешь в Беларусь, сделаем тебе паспорт, уедешь и так далее, будешь только нам иногда что-то писать и так далее. Если вы соглашаетесь на этот маленький шажок, то впоследствии на вас уже будут давить о том, что вот вы уже завербованы. Если мы Ага. огласим тебя, с тобой перестанут ручкаться, с тобой перестанут здороваться, ты вообще будешь никто, и ни в какое общество не вхож, ни в политическое, ни в активистское, никто не будет с тобой общаться. Понимаете, маленький комочек, он превращается в большой снежный ком. Как только ты допустил вот возможность какого-то небольшого сотрудничества с врагом, с силовиком-чекистом. То бок ніколі не кантактаваць, не адказваць, не пісаць. Чакайце, а як зразумець, што табе піша не махляр, не спамер, не скамер, напрыклад, а што табе піша таварыш маёр? Ну, некаторыя пішуць: купляй, калі ласка, мае акцыі, или добрый вечар, не ведаю, Дзяніс. І як зразумець, што гэта не махляр, а сапраўдны вербоўшчык? Ну, а вы будете общаться с махляром очень долго на какие-то темы, которые тычутся в вашей личной жизни или же вашей активности какой-то, не думаю. Поэтому общаться нужно с людьми, с которыми тебе интересно и выгодно общаться. Общаться с людьми незнакомыми, которые проявляют интерес, а, к твоей личной жизни, б, к твоей активности, причем повышенный интерес, а не просто где-то в баре, чем ты занимаешься, я занимаюсь тем-то, окей, пошли о погоде говорить, понимаете? Тут уже возникает у человека вопрос. А почему интересуется моей личной жизнью какой-то посторонний человек? Ну, извините. Зразумела, но яшчэ раз давайте, калі чалавека спрабуюць схіліць да супрацы з органамі, якія найбольшыя памылкі ён робіць? Ну, все, ён ужо адказаў. У Тэлеграме, напрыклад, ён ужо адказаў, ён пачаў камунікаваць. Далей, чаго не трэба рабіць? Як не трапіць у пастку? Прекратить общение и опубличить тот факт, что ты общался с сотрудником КГБ. Здесь нет ничего зазорного. Поэтому, да, люди слабые, к сожалению. Да, на кого-то надавили, да, чем-то прижали, но всегда есть возможность сказать «нет» спецслужбам и открыто заявить: да, я был слабый человек, на меня надавили, вот я прекращаю это сотрудничество. Так было с Михалевичем, который сотрудничал до того момента, ну как сотрудничал, скажем так, согласился на сотрудничество, как только вышел из тюрьмы, он сразу об этом заявил, сказал: я прекращаю какое-либо, все мои подписи о сотрудничестве не являются добровольными, я прекращаю. Все. А да каго трэба звяртацца, калі, напрыклад, чалавек не мае там Фейсбука, Інстаграма, не можа напісаць вялікі пост з вялікім ахопам, праваабаронцам, не ведаю, нейкім замежным спецслужбам, каму трэба паведаміць, што цябе вербуюць? Сваім калегам, медыям? Медиа, сообщить СМИ, будет опубличена эта ситуация, все. Дзякуй, мы згодныя. Калі ласка, дасылайце свае кейсы. Дзякуй вялікі спадару Сергею. Вельмі балючая, вельмі важная тэма, асабліва цяпер. Нагадваю, з намі на сувязі быў праваабаронца Сергей Устінаў.